Привет! В эфире Савва. Про духовность тему хочу поднять таким ранним утром. Вчера был у мастера по стрижке, и мы так поговорили. И он сказал, что с 33 лет он начал искать свой путь духовности. Вот. И у него такое понимание, это духовность, это какая-то вот нирвана, где он станет таким одуванчиком. Но нужно понять три основные аспекта про духовность. Первое — это не делить людей, перестать делить людей по всем признакам, по всем аспектам, там честный, нечестный, жадный, нежадный, справедливый, несправедливый, успешный, неуспешный. Вот это вот первый аспект, который нужно вообще отбросить и уходить от этого. Это вот будет путь к духовности, да? Второе — это понять, простить и дать возможность человеку. Мы все в этой жизни пришли ошибаться. Бог так создал. Все мы ошибаемся. Поэтому вот это вот признак того, что поиск виноватых — это самый кратчайший путь ухода от духовности. Жизнь нелогична, ребят. Нет правильного и неправильного. Нет правильных людей, идеальных людей, святых людей. Все ошибаются, все буквально. И поэтому понять, простить и дать возможность другому человеку, это вот всегда нужно, вот этот второй пункт тоже нужно брать себе на вооружение. И третье, нужно понять, что духовность человека будут определять по поступкам детей. Если мою духовность будут определять по поступкам моих детей, а вашу духовность будут определять общество, социум будет определять по поступкам ваших детей. Почему? Потому что мы в этой жизни все врем. Все врем, там, лицемерим и так далее, и так далее. А дома мы самые настоящие. И поэтому дома наши поступки, наши слова копируют наши дети. Они растут по нашим поступкам. И поэтому человека легче определить, насколько он духовный, по поступкам его детей. Вот. Такие вот пункты, да? Ну, еще поэтому духовность — это не нирвана. Духовность — это не одуванчик, а духовность — это конкретная жизнь, работа над собой просто. Все это вот к этому стать вот таким вот человеком, не одуванчиком, а человеком, который будет хотя бы более-менее жить эту жизнь в сообществе, в социуме, не давая боль другим людям, да? Не создавая помехи. Вот. И про духовность, если вам будут говорить там молодые парни и девушки, которые не сделали свою карму, свои действия, то можно полным правом их послать на 3 буквы. Потому что прежде чем говорить про духовность, у человека должна быть своя карма. Где его жена, где его муж, где его дети. Вот действия, которые он сделал в этой жизни. Вот таким вот образом. Поэтому разведенные, неразведенные, там разведенные люди будут учить вас духовности, то вы в полной мере можете спросить, почему человек совершил этот поступок. Вот. Я могу говорить, потому что у меня есть жена, у меня 4 детей. Я в этой жизни совершил очень много ошибок в
своей жизни, да, так как положено, как Бог дал. Поэтому вот наконец-то нащупав эту дорогу к истинной духовности, я начинаю уже понимать свое себя в первую очередь. А когда себя понимаю, то уже легче понимать других людей. Людям уже не создаю кризисы, людям не создаю колебания сознания. Это вот как раз все связано с духовностью. Вот. Таким вот образом. Поэтому можно на эту тему говорить очень долго. Так что я вам всем желаю добра и успеха. Каждый человек идет своим путем.